Короче, бұны меня Гуля таролог берген. Милеша тегин үйіңе кіші көп келеді. И ошо неменен, веник менен, бұл артыш шекілді. Весь үйіңді ошылайтып ыстап сықтыны. Ыстап это по-русски будет түтетіп, дымить етіп сықтыны. Дымить етіп болам екен. Ну, короче, дымить етіп. Чтобы үйден еңдер қассын, достар. Ну, еңдер түгіл енді теге бұл хүнмеген. Балақ мұға пожар сығырмағынан башы еңдерді бүтірәуді деп үйден. Отрицательная энергия. Үйге бетінде кіші көп келе, достар. Что-то бұл төтемей баштан да. Үйге бетінде, достар, көп кіші келе. Шул кіші қалдыра өзінің всякий энергиялар насар. И элек-электен мына, кстати, менің өлесейім де, ошай артышман, білім пожар сығырмақ. Ой, менің башы, ошайтып талартып сығары керек. Мына әр бір бөлмелерді біз ошайтып төтетіп сығабыз, дымитеттеріп. Вот. Чтобы никаких у нас дома ендер болмаһын. Ну, имеется в виду ендер түгел енді, кімел анау. Блин, мына ұшын точно ен какой-то. Бұл Азалияның тегі немәхі, кімел анау? Чунгачкуг из группы БТС, бляха-муха. Бұны точно көбірек елеттір керек. Мына хиня, бляха-муха. Извиди, Чунгачкуг. Блин, прикинь, мына ұшында түнде инһәң ұшы бөлмеге өте қоты сама ұшында басып тұра, бляха-муха. Таштайын теген бермей таштарға. Өлім еткір. Бляха-муха, әлі өлім еңінді. Мына ұш айтып төте әтіп сығалы, достар. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Какой-то мен шаман алағады. Вообще, между прочим, мұсылмандар ұшына хамақ всякие языческие обрядтарға ашанмасқа тейіштер. Хен шыны біләхің? Білім беді іштейбет. Вообще, мен, между прочим, лучше мен ұшындай обрядқа ашанам, потому что біздің ата-бабаларымыз элек-электен шайыштаганда. Не, на самом деле, он паразитов, вот, бактерий, вирусов. Вот, видишь? Бактерия, вирус ультраватып үйді тоқандырып архақ Аллам хатарын. Все помыло. Помидорчики, огурцы, яблоки и мандаринки. Потом фрукты ушында тутырып қоям. Очень удобно. Короче, я сегодня буду готовить шампиньоны, куриное филе и отварной рис басмати. Это Азалияның любимый блюдо, достар. Короче, бұнда мына куриное филе, куриная грудка, то есть хуган. Хуганды, короче, поджарила на подсолнечном масле, закинула куриное филе, потом, короче, закинула грибы, шампиньоны сразу же. И все вместе, короче, вот так вот поджарила. Уже почти готово, достар. Это очень вкусное блюдо. Но мне больше нечего снимать, что ну, придется опять, как я готовлю это блюдо. Рис пиво койдым. Рис можно приготовить. Рожки. Ну, гречка, мне кажется, не подойдет. Итак, достар, посолили ведь инде. Сливки. Все вот это заливаем. Сыр плавленый. Любой плавленый сыр можно класть. Я 50 на 50 делаю. Половина сливки кладу, половина кладу вот этот сливочный сыр. Закипело и сразу же выключаете. Видите, какой густой, хорошенький такой сливочный соус получился. Вкуснятина. Готово. Вот смотрите, у меня вот этот палец очень длинный, видите, да? Вот этот вот, как будто он показывает вам средний палец. Видите, насколько длинный? Вот видите, насколько длинный? Это из-за этого, достар, мне очень тяжело покупать обувь. Представляете? Вот из-за этого пальца. Какую бы обувь я ни мерила, она мне жмет.
Потому что вот этот вот палец упирается в обувь. Я приехала на деревенский педикюрный салон. Пока. Эй! Привет! Как дела? Нормально идет. Ты везде с камерой. Да, я всегда с собой беру видеокамеру. В землю цепляется. Уже об одеяло цепляется. Прикинь, вот тут какой-то ноготь треснул, вот этот что ли, вот тут что-то сделалось. И ты видел, у меня вот тут все шуршавое и возле ногтей тоже. Пора уже. Что за фигня, блин, не знаю. Ты Потом- можешь хоть чем-нибудь? Нет, ничем я не мажу, блин. Я забываю мазать крема. У тебя тут такие трещины. Ты можешь хоть иногда. Такие каньоны. Разлом Сан-Андреас. Блин, я забываю мазать, Инна. Говорит, откуда такие вот у меня такие пятки? Такие с трещинами, такие шершавые. А ты мажешь хоть иногда? Нет. Нет. Да, действительно, откуда у меня такие пятки, бляха-муха? Очень глубокие. Во, видно, смотрите, какие страшные. Офигеть, страшные становятся. Стыдно ты Так как вблизи не видно. Смотри. А? Красиво? Нет, В смысле, мен ялнаяқ келеуреймін, немеке, қолма надо. Қолға ашатманым. Ты хочешь, чтобы қолда болған? Не учитесь завтра? Да. М. Послезавтра не учимся. Зачем? Выборы Выборы? Чего? президента, Наташа. Хабиров. Ты правда, что ли? Сентябрьда. А что, мы главу региона тоже выбираем, что ли? Главу сельсовета даже выбирают. Как в лучших мишленовских ресторанах приготовлено. Да, Залёшка? Мишлены отдыхают. Мишлен, ой, блин. Простите, куда он улетел? Итак, снова на телеканале БТВ корреспондент Башкирская домохозяйка. Последние новости со стройки. Итак, дорогие друзья, вот строители уже всю плитку проложили. Все красиво, чики-пуки, все аккуратно. Сейчас мы сделаем вам обзор на гостевой наш домик. Идемте за мной. Ух-та! Наконец-то у нас появилась мебель в гостевом домике. Сейчас будем разбирать, что у нас тут есть. Есть стол. Вот такой вот стол мы купили на Радуге. На втором этаже на Радуге Дуфтар огромнейший выбор столов. Кто не знает, вот Белепоеда. Вот такой стол стоит 31 тысяча. Короче, был на калынгна. Есть вот такие даже тонкие, кстати, подешевле, но был на калымра. Ножка, смотрите, это железо. Это стол лофт называется. Вот такой огромный, он еще уменьшается. Вот, можно вот этот, я не знаю, как он делается, вот так раздвигается, видали, да? Потом он складывается, становится меньше размером. И вот, Дуфтар, наконец-то мы купили сюда диван. Прикиньте, он вот такой немножко сероватого цвета. Сначала мы хотели белый, но потом поняли, что в гостевой домик нельзя белый диван. Потому что, прикиньте, Дуфтар, здесь ведь кушаем шашлыки. Здесь ведь мы сделали этот домик специально, чтобы собирать здесь гостей. Прикиньте, все, значит, жрут шашлыки, потом об диван вот так руки вытирать. Представляете, мы? Ну, этот диван тоже почти белый, конечно. Наверное, будет все в масляных руках, наверное, я так думаю. Но сюда мы что-нибудь постелим. Вот такой диван. Самое главное, он раскладывается. Мы хотели сначала купить диван лофт сюда, но потом передумали, потому что, оказывается, диваны и лофты не раскладываются. А нам надо, чтобы здесь хотя бы иногда ночевать. Гулянка-мулянка. Обычно Альберт тут прямо после гулянки сразу падает и ночует. У него шундай газет бар. Привычка такая. Когда утро шундай перед. Артыш действительно на меня подействовал. Доктор, мен поход делай бір ем бұтаға. Кстати, меня Эликолатай шайтан күбәләк ете тұрғанына. Потому что мен күбәләк ырыуынан, между прочим, достар. Кімдер білмей. Күбәләк гүлләргә буңса гүлләр тибрәләм икән. Күбәләк гүлләргә буңса гүлләр тибрәләм икән. Мен күбәләк ырыуынан. Это вот әбиелілді бар бетінде нейдар, ырыулар. Или күбәләк ырыуы юқ мекен? Бар ма?
Ну вот кубелекеру. Короче, менің әсейім қыпсақ, атайым менің тамян подразделение кубелек. Сэр, да, сэр! Вроде так. Что-то такое вроде. Я могу напутать. Ну так вот, мен кубелек. Баимовская, мен атайым Баимовский. Вот мен кубелек, и олата это тұрған. Милеша, хин нифига не кубелек, хин шайттан кубелек это тұрған. Ну вот, короче, ладно, отошли от темы. Вот такой диван, он очень хороший, раскладывается, вроде как не проваливается. Нормально, можно на нем очень хорошо прыгать. Вот, выдержать, прыгать и там. И самое главное, изюминка, это стулья. Вот такие желтые красивые стульчики купили. Смотрите, он мягкий. Но тут, наверное, тоже будет пачкаться. Ножки тоже железные, доктор. Вот так садимся, очень удобный стул. Но немножко неудобный, потому что тут нету подлокотников. Почему мы не заказали подлокотники? Почему мы не взяли стульчики с подлокотниками? Потому что, доктор, опять-таки мы подумали, сейчас тут гулянка-мулянка, все будут кушать шашлыки и со своими грязными руками вот так будут опираться на стульчик. И подлокотники все будут в мае, в жире. И поэтому мы подумали, нафиг подлокотники. Пускай свои руки вытирают об себя. Мы специально их купили под эту тыкву, чтобы подходило. Специально под цвет этой тыквы купили. Тут будет у нас палас. Палас ручной работы. Ой, я прямо мечтала, шундай балах, доктор. Теперь остается этот домик все отмыть, красиво все сделать. Алла Берха, в конце сентября меня придут мои двоюродные братья и сестры в гости. Я собираю двоюродных специально, чтобы по Махтамырга показать, как мы живем. Как будто они не знают, они крутые бомбасы. Я сказала пониже! Пониже надо, что вот эта дырка? Нет, дырка, холсырма. Нет, не должно быть так. Нет, это не так. Нет, давай, перевешивай нафиг. Нет, он тоже очень захотел булырга. Удин карагу. Ниже должно быть. Нет, давай, перевешивай. Достар, ниндей матурлык. Был балат олицетворяет башкорт культурасын. Ну, мен айтып видейм, башкорттарды олицетворяет. Шунун үчүн мен алтын ошондай балах. Ол мени олицетворяет, потому что мен бит башкорт, мен утрам да и сразу понимаю, что мен башкорт. Потому что был балах бергенде. Реально хазыр мен башкирская домохозяйка. Блин, башкорт күлмәге надо заказать, национальный костюм. Мендин хаман yok бит. Бір апай обещать тілі. Тігі пирмәні, блин. Сейчас надо платье. Бұнан даже, представляете, хаман да ғарық есі сыға. Итак, дорогие друзья, помните, что я вам говорила, что веду переговоры с одним человеком и скоро начну с ним работать. Так вот, знакомьтесь, это Урал Тимиров. Мы с ним долго вели переговоры. Сначала он должен был работать с Альбертом. Мы хотели развивать блог Альберта. Но потом появились форс-мажорные обстоятельства. Бляха, ведь Реналь ушел в свободное плавание. И сейчас мы вот работаем вместе с Уралом Тимировым. Он сын знаменитого артиста Азамата Тимирова. Вы знаете, Микан Юкмикан, это заслуженный артист республики. Народный артист республики Башкортостан. Со старым мистер Пайган. Сейчас вот так прилежим, чтобы красивая съемка была. Вот так сейчас нормально? Не торчат? Блин. Ладно. Так, короче, доктор, вообще капец арытты. Следующий пункт назначения. Егиттер будут опять. Егиттер менштерге Азаматман Найлға кунакка барам. Потому что помните, что они записывали, мы запускали обучение по Вайлберспитинде. И вот, оказывается, опять хораусылар бар екен. Некоторые не успели попасть на обучение. И мы сейчас будем совместные уроки записывать.
Тегеле, кадерле достар. Бүгін біз Азаматпен икәүләшеп, һеҙгә һөйләп бирәбеҙ, кто же такой менеджер маркетплейса. Һеҙ беләһегеҙ бит инде, что хәҙер Wildberries стремительно развивается. Бөтөн рынокта, бөтөн илде, бөтөн сит илдәрҙе охватил. Бөтөн кеше шунда кейенә. И даже хата. Даже в том числе и я. Беләһегеҙ бит инде, дуҫтар, что я торгую на Wildberries. И минең кабинетты алып бара менеджер Анна. Кстати, ул яшәй менә Бүздәк районында. Представляете, удаленно. Мамочка в декрете. Балаһы менән да заниматься итеп өлгөрә. Ире менән да заниматься итеп өлгөрә. По дому все делает. И ведет мой кабинет на Wildberries. И не только мой, дуҫтар. Представляете, она еще параллельно ведет несколько кабинетов. И зарабатывает от 50 тысяч рублей в месяц. Мишеп өйдә тик утырырға. Кыздар, менә һеҙ ирҙәрегеҙгә бөтәй ауыҙ асып, теге Аллаға табанған һымаҡ алай итеп йәшәп ятмағыҙ. Чем-то другим тоже надо заниматься. У вас тоже хотя бы маленький свой доход должен быть, кыздар.